Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Вначале коротко о главных темах к этому часу. Глава Якутии вылетел с рабочей командировкой в Москву. Какие вопросы будут решаться в этой поездке? Стабильное развитие. Наш корреспондент узнала, какие перемены произошли в сфере общего образования. В десятке лучших воспитанники Чурапчинской кадетской школы-интерната достойно представили республику. Сегодня, 5 октября, глава Якутии Айсен Николаев с рабочей командировкой вылетел в Москву. В планах Айсена Николаева это участие в работе парламентских слушаний о параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Также глава Якутии примет участие в заседании Генерального совета партии «Единая Россия» и проведет рабочую встречу с руководством правления ПАО «Газпром» по вопросам газификации. Кроме этого, в рамках 10-го Санкт-Петербургского нефтегазового форума Айсен Сергеевич выступит с докладом о развитии рынка газомоторного топлива в Якутии. В День учителя, который ежегодно отмечается 5 октября, члены правительства Якутии, общественности и педагоги возложили цветы к памятнику учителя. Это стало доброй традицией в этот прекрасный праздничный день – отдавать дань всем учителям, воспитавшим не одно поколение талантливых якутян. Я уверен, что любой выпускник, ребенок помнит имена всех учителей. Я также прекрасно помню нашу первую учительницу, всех наших учителей по предметам, классных руководителей. В этот прекрасный день поздравляю всех учителей нашей республики. Желаю творческих успехов, побед. Всегда быть на передовой – это сложная профессия, но очень благодарная. Я уверен, что все выпускники наших школ благодарны вам. Благодаря вам развивается наша республика, наши населенные пункты. Крепкого вам здоровья, творческих успехов. Мероприятия, посвященные Дню учителя, будут идти всю неделю по всей стране. Так, сегодня на площадке исторического парка «Россия. Моя история» откроется выставка «Роль учителя в истории России». Она откроется не только в республике, но и на 4 других площадках страны. Кроме того, сегодня начнут свою работу конкурсы профессионального мастерства «Воспитатель года» и «Учитель года 2021». Учителей и педагогов по всей стране будут чествовать государственные органы власти, ну и, конечно же, благодарные ученики. Кроме выставок и конкурсов, начнут свою работу экспертные советы и педагогические форумы. А между тем, система образования в Якутии продолжает стабильно развиваться. Особенно заметны перемены в сфере общего образования. Еще несколько лет назад было трудно представить, каким образом будет проходить обучение в коррекционных классах. Однако теперь такие аудитории оснащены по последнему слову техники. Подробности расскажет Надежда Саханская. Обучать детей с УВЗ – это непростое и благородное занятие. Однако сегодня, в праздничный день, День учителя, одна из школ города Якутска пополнилась новым техническим оборудованием и, как следствие, новыми учебными программами для общего развития. Такая реализация новых образовательных программ обусловлена региональным проектом «Современная школа», цель которого – обновление материально-технической базы для адаптированных программ образования. К оснащению этому мы, конечно, готовились давно, потому что у нас есть проекты, авторские проекты учителей по дополнительному образованию. Есть у нас учителя, которые творчески работают. И вот для них создание такого современного образовательного пространства является очень важным условием. Творческая составляющая в подобном учебном процессе – один из неотъемлемых факторов обучения в коррекционных школах. К слову, педагоги уже прошли курсы повышения квалификации и будут обучать детей по новым программам. Уровень выбирается, вот, подготовительный, да, например. Выходят готовые шаблоны, можно в них же использовать, можно под эти шаблоны адаптировать своих детей. Подобные программы направлены на погружение ребенка в процесс обучения. Будем говорить, повторяй. В целом,
реализация программы «Современная школа» началась в Якутии еще весной. В этом году планируется оснащение 2 коррекционных школ. Одна для слабослышащих детей, вторая речевая. Когда мы составляли те задания, администрации школ сами выбирали направления и сами выбирали те мастерские, которые по направлению работы школы им нужно. Вот. Для речевой школы отдельное оборудование, для детей с нарушениями слуха отдельное оборудование. Кинофотостудия «Диафильм», класс робототехники, зал для выполнения гимнастических упражнений и несколько обновленных кабинетов для учеников начального звена. Все это новая веха в истории адаптированного обучения. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутск. 3 новые молодежные лаборатории откроются в СВФУ в рамках научно-образовательного центра «Север». Они стали победителями в конкурсе Минобрнауки Российской Федерации среди научно-образовательных центров, и каждая получит по 14 миллионов рублей. Отмечается, что каждый из проектов рассчитан на 3 года. Всего субсидий из федерального бюджета на проведение исследований в рамках «Север» территория устойчивого развития получит 6 лабораторий из Якутии. Перейдем к эпидобстановке. За последние сутки в республике выявлено 224 новых случая коронавирусной инфекции. 124 из них приходятся на город Якутск. В Мегино-Кангаласском, Чурапчинском районах по 10 случаев. 8 случаев в Нерюнгринском районе, в Алданском 7. По 6 заболевших выявили в Ленском, Мердинском, Хангаласском районах. Еще в 20 районах республики зафиксировано от 5 до 1 случаев заражения. Между тем, ревакцинацию от коронавируса в республике прошли 12 643 человека. Также первый компонент прививки поставили 354 084 человека, среди которых 66 898 – это старше 60 лет. На данный момент использовали 68,6% от общего объема вакцины, поступившей в Якутию. В Нерюнгри впервые проведена уникальная операция. Коронарная ангиография коронарных артерий была сделана пациенту с клинической картиной нестабильной стенокардии. Он поступил в отделение неотложной кардиологии Нерюнгринской ЦРБ 28 сентября 2021 года. А 1 октября пациент был взят на операционный стол. Операция длилась час, осложнений во время и после не было. Напомним, ангиограф в Нерюнгринской ЦРБ был установлен в декабре 2020 года. В этом году были получены санитарно-эпидемиологические заключения, лицензирование медицинской деятельности и закупка дополнительного оборудования. В ходе операции была проведена катетеризация левой коронарной артерии, в последующем катетеризация правой коронарной артерии. И серия ангиограмм показала, что у пациента стенд, который установлен в средней, третьей, передней исходящей артерии, функционирует, кровоток адекватный, других гемодинамических значимых стенозов коронарных артерий выявлено не было. В настоящий момент пациент находится в отделении неотложной кардиологии первично-сосудистого отделения, и состояние его расценивается как средней степени тяжести. К другим темам. Продолжается работа по переписи населения. Так, 15 октября стартует основной этап работы службы государственной статистики по республике Саха-Якутия. Между тем, еще с апреля этого года была проведена перепись населения в 12 районах республики. Всего в переписи задействовано более 3000 человек. При этом, как отмечают специалисты, это последняя бумажная и первая цифровая перепись, которая проходит в стране. Кроме того, с 15 октября пройти перепись можно будет самостоятельно через портал госуслуг и отделение МФЦ. Впервые будут применены интернет-технологии, то есть переписчики будут работать не на бумажных, а с планшетами. На бумаге останутся те районы, где плохая связь, дороги и так далее. Там будут переписаны, ну и уже переписались на бумажных, но они все равно, эти данные вводятся в планшеты. Президент России Владимир Путин поручил установить в стране День отца. В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей, поставляя установить День отца и отмечать его в 3-е воскресенье октября, говорится в тексте указа президента. Ранее Министерство труда и социальной защиты России вынесло на общественное обсуждение идею отмечать День отца.
Развитие малой авиации нуждается в поддержке. Об этом сегодня говорили на пресс-клубе парламента Якутии. Это не первый раз, когда народные депутаты поднимают этот актуальный вопрос региона. Сегодня, благодаря их совместной работе вместе с представителями бизнеса и регионального Минтранса, проработан вопрос доставки грузов с помощью малой авиации в труднодоступные населенные пункты республики. А со следующего года, если региональные власти совместно с федеральным центром проработают данный вопрос еще более детально, то в 2022 году малая авиация будет задействована в перевозке пассажиров. У нас создана рабочая группа при Государственном собрании ЛТН по развитию малой авиации в целом. В августе месяце она была создана, и я назначен ее руководителем данной группы. Мы готовим предложение в государственный бюджет республики. Какую сумму туда вносить? Вносить ли только на аэродромы, на закуп новых видов техники, наземное оборудование, которое должно быть, либо это должно быть просто, как говорит предприниматель, не мешать, мы и так сами развиваемся. Но тем не менее, значит, без поддержки государства, без поддержки республики малой авиации сегодня не быть, потому что большие расстояния, и мы должны создать, наверное, сеть, целую сеть, опорную сеть, которая сегодня уже создается на базе полярных авиалиний, на базе аэропортов Севера, на базе муниципальных аэропортовских взлетно-посадочных полос. Воспитанники Чурапчинской кадетской школы-интерната достойно представили республику. Команда «Беркут» оказалась в десятке лучших команд России по итогам всероссийской военно-спортивной игры «Победа». В этом году в финальном этапе всероссийской игры участвовало 72 команды, это 720 участников. Финальный этап проходил в течение 5 дней в Москве на базе парка «Патриот». По общим итогам воспитанники Чурапчинской кадетской школы заняли 2-е место в мультикомплексной эстафете «Дорога победителей» и 10-е место в общекомандном зачете, оставив позади 62 команды. Это последние годы самое большое достижение. Это игра проводится у нас при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, при организации Министерства просвещения, Российского движения школьников и Российского движения юнармия. Игра проведена на базе территории парка «Патриот». Все этапы были организованы приближенно к военным действиям. Ребята получили массу положительных эмоций. По итогам 5 этапов все субъекты были рекомендованы к участию в дальнейших военно-патриотических мероприятиях, которые проводятся на территории Российской Федерации. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.